Жители Коми в прошлом году отдали аферистам почти $1 миллиард. Такие данные озвучили в региональном МВД. Чаще всего мошенники работают по одной и той же схеме. Звонят и представляются сотрудниками службы безопасности известного банка. Под предлогом защиты вклада узнают пароли и переводят на свои счета сбережения доверчивых людей. Причем сами пострадавшие признаются, что наслышаны о телефонных аферах. Однако это не останавливает их от необдуманных поступков. Антон Булаев продолжит. Дело в том, что у нас операция на ваше имя ожидает дополнительного подтверждения. Перевод суммы 4700 рублей на имя получателя Роман Фролов. Вы подтверждаете данный перевод? Нет, не подтверждаю. Мы данный перевод временно приостановили, потому что у нас начали возникать подозрения, что перевод выполняете не вы. Именно так обычно начинают разговор с жертвами псевдоменеджеры службы безопасности. По словам злоумышленников, к ним в банк поступила тревожная информация, что электронный счет хотят взломать мошенники. Затем предлагают испуганному клиенту помощь сохранить сбережения. По такой схеме обманули сыктывкарскую пенсионерку Людмилу Попову. Говорит, мы хотим поймать тех, кто проник, кто давал эти сведения о моих счетах. Ну, я, конечно, в растерянности. Меня они попросили согласия помочь поймать этих мошенников. И вовлекли во все это, чтобы других еще спасти, и не только мои счета. Ну и потом оказалось, что мне нужно подойти в банк и совершенно секретно, так сказать, никому ничего не говоря, тихом-моком снять денежки со счетов, и они переведут, то ли страховой фонд они назвали, то ли страховой терминал какой-то. Аферист направил пенсионерку в торговый центр к терминалу другого банка. Женщине сказали перевести на якобы безопасный счет все сбережения, более $500 000 рублей. 6 пятитысячных купюр успели перекочевать в электронный кошелек злоумышленников. Случайным очевидцем этого странного процесса стал сыктывкарец Сергей Мартюшев. Мужчину возмутил грубый тон собеседника, с которым общалась пенсионерка, и крупная сумма денег в ее руках. Поспешил вмешаться. Она разговаривала с кем-то на «вы», и это ясно, что это не родственники, не с родственниками она говорила. И дальше она нервничала, то, что из-за нее скопилась очередь. Там вроде как-то по разговору было понятно, что нужно вкладывать там по 15 тысяч, а у нее там сумма была очень большая. Но я сделал свою операцию и спросил у нее, кто с вами разговаривает. На что она ответила, что какие-то специалисты Сбербанка. Я сказал, это мошенники. Женщина словно очнулась и тут же бросила трубку. Сергей вызвал стражей порядка. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Начальник столичного управления полиции Ильдар Хуснуддинов лично поблагодарил спасителя доверчивой пенсионерки за его активную гражданскую позицию. Преступление оно совершено, но вы, наверное, все-таки от душевного краха спасли эту женщину, остановили ее вовремя. Мы вас благодарим от всего нашего личного. Стражи порядка предупреждают, служба безопасности банка никогда не будет привлекать клиентов для разоблачения своих нечестных сотрудников. Не будет она и выяснять персональные данные клиента по счету и карте. Злоумышленник начинает говорить о том, что вы можете потерять денежные средства, начинает рассказывать о том, что в банке, там, либо на кассе работает какой-либо злоумышленник, он сейчас пытается ваши денежные средства перевести, и тут, наверное, больше играет на человеческую такую, что страх, что он может потерять эти деньги. Вот под этим страхом человек начинает уже делать различные действия, под которые диктует ему тот или иной злоумышленник. Полицейские убедительно просят всех быть предельно осторожными в обращении с банковскими картами. Не делиться секретной информацией о своем счете с посторонними людьми. Вычислить аферистов и вернуть похищенные сбережения обманутым гражданам крайне сложно. Часто такие преступления совершаются из других регионов. Злоумышленники, используя цифровую телефонию и услуги переадресации, умеют запутывать свои следы.